Сегодня мы отмечаем День воинской славы и также день окончания Курской битвы. Битва на Курской дуге длилась 5 июля по 23 августа 1943 года и являлась одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Нужно сказать, что германское командование решило взять реванш за Сталинград и разработало военную операцию под названием «Цитадель». С обеих сторон в Курском сражении участвовало более 4 миллионов человек, и на одном знаменитом танковом сражении под деревней Охровка приняло участие 1200 танков. И ознаменовала Курская битва собой окончательный перелом в ходе войны. Наши земляки, нюрбинцы, тоже приняли участие в этой битве, 39 человек, и из них 16 человек навсегда остались в полях сражений. И среди вернувшихся живыми с войны участников Курской битвы был и Михаил Сафронович Егоров, о котором я хочу немножко рассказать. Здесь мы стоим у стенда «Битва на Курской дуге», и здесь вы видите Егорова Михаила Сафроновича, его фотографии. Он после войны стал заслуженным учителем школы ЯССР, награжден орденом Октябрьской революции, орденом Знак почета, орденом Красной звезды и медалью за победу над Германией. Он был инициатором и первым директором школы рабочей молодежи в Нюрбе и в последние годы своей деятельности работал директором Нюрбинской 8-летней школы номер 3. Его имя носит одна из крупных школ района, школа номер 2 города Нюрба. В моих руках книга «Нюрбинский район. Грани победы», выпущенная к 75-летию победы. И здесь есть информация, статья серии Кемилер самой Ильдан Халбат Кыргызын Курской Тугайгубукута о Михаиле Сафроновиче Егорове. И я здесь хочу зачитать отрывок из воспоминаний Артура Андросова об участии Михаила Егорова в Курской битве. Артиллерийскому взводу, в состав которого входило оружие сержанта Егорова, приказано было занять огневую позицию ночью. Уже шел второй день битвы на Курской дуге. Позицию заняли за лесом, и когда все были на своих местах, за лесом вдруг увидели черное зарево огня. Несколько артиллеристов, в том числе и Михаил, побежали посмотреть, что там творится, и увидели страшную картину. Горели танки, как спичечные коробки. Михаил Сафронович заметил, что горели 3 русских танка и 7 немецких «Тигров». По-видимому, они в упор расстреляли друг друга во встречном бою. Незамедлительно поступила команда готовить орудия к бою. Стреляли залпом из нескольких орудий, часто меняли позицию. Но немцы все-таки засекли и начали ответный огонь. Роковой снаряд врага угодил почти рядом с орудием. Михаил Сафронович видел, как его орудие стволом вверх летело через него. Это было считанные мгновения. Когда он раскрыл глаза, было совсем светло. Он лежал, истекая кровью в какой-то яме, и вдруг услышал гул автомобиля. На всякий случай спрятал в земле свой комсомольский билет, но раздались вместо немецкого «Хэнде Хох» близкие сердцу русские слова: «Где-то здесь должен быть Егоров». Хриплым голосом он произнес какие-то фразы и поднял руку. Обрадовался, свои пришли. Вот коротко об одном из участников Курской битвы, нашем земляке Михаиле Сафроновиче Егорове.